Я возьму это под личный контроль с учетом вашей просьбы. Это первое. Второе, МВД это передать начальнику МВД и министру. Вы министр передайте, Павел Алексеевич, вы начальнику МВД, чтобы организовали дежурство постоянно здесь, пока дом не снесет. Пока дом отсюда люди не уйдут, вещи не увезут, караульте, под особый контроль. Так? И МЧСники, вы отвечаете за безопасность. Вы отвечаете за безопасность. Ладно? Так, и это второе. Третье. Ну, город, руководство сейчас, я дам поручение, еще раз искали варианты, каким образом могут решать эти вопросы с точки зрения именно предоставления жилья, но имейте в виду, бесплатного жилья не будет. Если совсем по-честному сказать, то вы вообще бесправны в этом плане. Потому что никакой закон, абсолютно никакой закон не на вашей стороне, чтобы вы приобрели какие-то квартиры бесплатно. Вот это однозначно, вы должны знать это. Во-первых, конечно же, мы, безусловно, дождемся результатов обследования. Чтобы нам принять решение ремонтировать здание или сносить уже точно, хотя вы видите, Егор Афанасьевич уже считает, что снести, я, в принципе, тоже приверженник этого варианта, что здесь нужно снести и построить новое здание. Но, к сожалению, градостроительное законодательство нам этого не позволяет сделать, да, но мы будем думать в этом направлении. То есть, возможно, здесь построим какой-то коммерческий объект, да, то есть не обязательно жилье, а жителям предоставят застройщик жилье где-то на других территориях, да, на территории города. Возможно, так как-то пройдем по нормам, хоть вот. Ну и капитальный ремонт. Сегодня здание не признано аварийным. Мы этой возможности не исключаем. Сегодня по предварительным оценкам Главстрой дает цифру порядка 103 миллиона потребуется. Вот. Эту возможность мы не исключаем. То есть фондом мы сегодня работаем с оператором субъектовым по капитальному ремонту. Письма им направили, ответы от них получили. В общем, я эту возможность не исключаю. Также есть вариант признать дом аварийным, но, к сожалению, в этом случае, конечно, решение вопроса затянется. Затянется, поскольку очередь очень большая, средства программы ограничены и есть серьезный дефицит в средствах. Поэтому, конечно, я не думаю, что это жильцов устроит. Но в любом случае, жильцов не бросим, будем общаться, помогать, как говорится, чем можем, да. Вот. Ну и жильцов, конечно, призываю к тому, что, конечно, в первую очередь это безопасность. В первую очередь это жизнь людей. И все-таки на самом деле объект аварийный. Проживание в нем категорически запрещено, дабы исключить гибели людей. Скажите, пожалуйста, вот этот палаточный городок, и люди, они так сегодня и останутся на улице, или все-таки им будет предложено? Тем, кто обращается, возможные варианты будут предложены. Нужно Официально обратиться в ДЖО и предпринять встречи. Я людям об этом говорил, поручения соответствующие даны. Где находится департамент жилищных отношений, люди все знают. Нужно обратиться, и возможные варианты временного жилья в городе будут предложены.